Вы смотрите официальные дневники вторых международных интеллектуальных игр. Чем интересным и полезным занимаются участники игр, узнайте прямо сейчас. Началась по счету 29-я Олимпиада Туймаада. Основными целями и задачами Олимпиады является стимулирование развития интеллектуальных потенциалов школьников и молодежи. В 1994 году было принято решение о проведении первой международной Олимпиады школьников. Школа для одаренных детей позже была названа Международной летней школой Туймаада и сыграла особую роль в реализации президентской программы «Одаренные дети». На официальном открытии игр в Международной Олимпиаде Туймаада присвоено имя народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. В этом году будет 4 направления – математика, физика, химия и информатика. Всего будет около 370 участников, из них 300 будут участвовать дистанционно. Онлайн-участники Олимпиады примут участие через систему прокторинга. Прокторинг – это онлайн-процедура контроля на экзаменах, олимпиадах и тестированиях. У каждого участника имеется свой логин и пароль. После этого у них идет проверка камер. Имеется 2 камеры. Фронтальная, которая будет показывать лицо, и боковая, показывает весь рабочий стол, чтобы наблюдатели могли видеть весь процесс работы. Также есть доступ к экрану монитора, чтобы ребенок не переходил на другие вкладки. Я занимаюсь по информатике уже с 7 класса. К Туймааде я не сильно готовился. Я надеюсь на свой опыт, приобретенный с 7 по 11. Надеюсь, кто мне поможет. Готовился к этой Олимпиаде несколько месяцев, только узнал, что буду в ней участвовать. Опыт в Олимпиадах у меня есть, я участвовал в различных Олимпиадах, например, ВОШ, по физике, Физтех, Росатом и многие другие. И на многих из них становился призером. МАН для нас проводил УТС по информатике, в котором мы провели 5 дней. И я считаю, что в эти 5 дней я научился многому чему. Готовился к этой Олимпиаде целый месяц. Я отвешивал задачи на разных сайтах. Был на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в Сочи. Я готовлюсь к Олимпиадам постоянно, решаю задачи и участвую в Олимпиадах по разным предметам. Олимпиада уже началась. Ребята думают и потихоньку решают задачи. Вот и закончился первый тур Олимпиады Туймаада. Давайте же узнаем впечатления наших ребят. В общем, по заданиям было довольно трудновато. Было, в общем, 4 задания, из которых я, как мне показалось, решил 2. Говоря о заданиях, которые я решал, их было всего 8 штук. И по-своему решение их достаточно простое и иногда лаконичное. Но бывают расчетные сложности, достаточно большие проблемы с пониманием условий, что от тебя требуется. Сложности были с ограничениями именно по задачам. Сами задачи не сложные, но вот ограничения, которые там накладывались, они были проблематичными. Приятно удивлен технической поддержкой. Вот прописан очень классно. Спасибо большое. Как мы видим, у ребят были некие сложности, но они совсем справились. Давайте пожелаем им удачи. Мы присоединились к выезду по направлению космические и пожарные части. Сейчас мы поднимемся на местность, где был пожар, где ребята будут изучать его следы. Проект «Космическая пожарная часть» изучает динамику пожаров в Якутии по снимкам с космоса. Ребята из направления выехали в лес недалеко от села Чапаево, где примерно 4-5 лет назад был лесной пожар. Срок был установлен на месте по хвойным деревьям. Мы обязательно захотели выехать на природу, чтобы посмотреть своими глазами, как выглядит гарь многолетняя, да, что здесь происходит, как зарастает эта гарь, как чувствуют себя деревья. И вообще очень здорово оказаться в таком месте, потому что для многих участников нашей команды это вот впервые. В этом направлении меня привлекло то, что я могу здесь изучать деревья, местность, я могу изучать, из-за чего произошло возгорание, могу работать со спутниками. Вообще по направлению интересно, тем более в Якутии очень много пожаров. В прошлом году был самый масштабный пожар, и сама тема ее изучить это было бы очень интересно.
Это направление привлекло вообще меня своей актуальностью, новизной, чем-то новым для меня, то, что я до этого не изучала, вот, например, в школе. Этот выезд дал мне опыт разбираться в местности. До этого момента я плохо разбиралась с ней, а сейчас я более-менее умею работать с картой. Понять, насколько масштабные пожары бывают. Узнал, что такие низкие, высокие пожары, или они как-то так называются. Этот выезд вообще открыл для меня очень много нового, то, что я до этого не видела, и вообще это крайне такой хороший опыт для меня. В ходе полевого выезда ребята сделали снимки для своих отчетов и презентаций. Далее их ждет сравнительный анализ космической съемки и наземной верификации. Мы продолжаем знакомиться с проектом Международной исследовательской школы. Сегодня мы расскажем вам о 3 интересных направлениях, и мы приглашаем вас посмотреть на процесс работы ребят вместе с нами. Сказки формируют нашу национальную идентичность. У всех народов есть свои необычные сказки. В направлении «Универсальная сказка. Существует ли она?» участники постараются составить универсальную сказку для всех народов. В нашем проекте мы ставим целью посмотреть, можно ли написать универсальную сказку. Для начала мы познакомились с различными подходами к анализу сказок, как фольклорных произведений. Сейчас, в частности, мы работаем над анализом структуры сказок. Наш проект развивает критическое мышление и также помогает познакомиться с разными культурами. И сама возможность немножко позаниматься писательством, вот собиранием подобных историй мне очень нравится. Я сама интересуюсь социологией, культурами разных стран, народов. Помогает развить кругозор. Число проживающих в городе становится с каждым годом все больше и больше. Участники направления «Город или пригород», где комфортнее жить в 2022 году, ищут ответы на вопросы, где же удобно жить в пригороде или в городе, ведь комфортную жизнь мы хотим все. Но без проблем с комфортом нам не обойтись. Здесь мы исследуем как социологические аспекты, так и экологические аспекты комфортности жизни. То есть у них есть возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон, изучить разные науки, попробовать разные методы. Мы сможем оценить комфортность жизни на этой территории, где сейчас проходит наша работа, и в Якутске, и мы сможем дать ответ на вопрос, где действительно комфортнее в среднем жить для людей, по мнению людей. Меня привлекает возможность оценить и узнать, как многие люди живут в различных условиях, например, в городах или, например, в селах. Для меня привлекает возможность, в том числе и для себя самой ответить на вопрос, что такое комфорт и где комфортнее жить. Для регионов России тема глобального климата является актуальной. С каждым годом наблюдаются изменения. Направление глобальные изменения климата, дроны и климатический комфорт, прогноз экологической обстановки в городах соберут собственную беспилотную летательную метеостанцию, данные, которые позволят составить прогноз погоды для пункта Якутии. Вот у ребят есть возможность поработать с настоящими метеорологическими данными, то есть они скачивают, находят сами метеорологические данные, долгий период на них обрабатывают для разных городов мира, России в том числе, и смотрят как раз на изменения, которые характерны тому или иному месту. Они собирают вместе комплекс метеорологической станции, то есть разные сенсоры собирают вместе, позволит получить понимание о том, как меняются различные параметры вот в различных сферах. И общими усилиями мы можем добиться действительно какого-то результата, действительно благодаря просторам Якутии. Меня привлекает возможность узнать что-то новое, почувствовать себя на месте людей, которые этим занимаются.
Булус – это настоящий кусочек якутской зимы в знойную жару, а сохраняется он благодаря многолетней мерзлоте и водоемам, которые много лет замерзали на Булусе. Одной из самых крупных и экзотических достопримечательностей Якутии является Булус. Именно сюда выехали юные исследователи из Международной исследовательской школы по направлению туризм, палеонтология, Солнечной системы и планирование космических миссий. Булус – это не только многолетняя мерзлота, это еще и питьевая вода. Давайте узнаем у наших участников выезда их мнение о Булусе. Для меня это очень особая поездка, потому что очень интересно познакомиться с Якутией и узнать этот потрясающий ледник. Это немного грустно, потому что климат меняется, и, возможно, мы помогаем леднику таять немножко быстрее. Но я думаю, это очень впечатляющее место, и вы можете представить, каким он был 1000 лет назад. Итак, перед нами открывается завораживающий вид. И я думаю, это очень волшебно, потому что я видел один из вечных ледников в Норвегии, но я не знал, что такой есть и в Якутии. И я думаю, что это очень увлекательно увидеть здесь постоянный лед. Я объездил почти весь мир, но не видел такого захватывающего вида природы. Мне очень нравится это место, так как оно потрясает красотой природы. То есть сейчас середина лета, и снег, такая красота, талая вода мне очень нравится. Я сам приехал с Кубани, у нас сейчас там жара плюс 40, а тут прям снег, можно поиграть в снежки, мне очень нравится. Здесь очень холодно, очень мокро, но очень весело. Только положительная, на самом деле, удивительная поездка. Должна сказать, что я никогда не была так далеко от Москвы. Мне все понравилось. На самом деле поездка была немного тяжелой, но это того стоило, потому что мы увидели прекрасные виды и, в общем-то, познакомились с буквально чудом природы. И на этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нашими обновлениями и оставайтесь с нами. Пока!